Республика. В эфире пропитанная солнцем и летней романтикой студия 11. В море телепрограмм наша бесспорно локомотив хорошего настроения. И в этом выпуске мы по традиции зарядим вас позитивной энергией до конца этого дня. В ближайшие 20 минут с вами буду я, Евгения Кладкевич. И вот о чем расскажем сегодня. Нет мусору, да зеленому крокодилу. Немного о том, что же отмечает весь мир сегодня. Как быть в ресурсе? Расскажем о проекте для приемных мам. Ледяной горою айсберг опрокидывается. Как это возможно? Раскроем секрет. Жил у речки крокодил, на охоту он ходил и частенько над водою крокодильи слезы лил. Такие вот незамысловатые строчки о зеленом хищнике написала однажды Иоанна Брилько. Вообще стихов о крокодилах предостаточно, но если вдуматься, почти все они не отличаются восхвалением земноводных. И зря, ведь крокодилы – это крайне полезные с точки зрения поддержания здоровой экосистемы животные. Сами посудите, они помогают держать популяции своей добычи в балансе. Съедая свой улов целиком, крокодилы тем самым предотвращают распространение бактерий и вирусов, которые иначе заразили бы другой вид. Тот факт, что они съедают добычу независимо от ее здоровья, считается очищением экосистемы, сохранением воды, в которой они живут. И сегодня во всем мире отмечают День крокодила. Этот праздник, по сути, глобальная информационная кампания, направленная на защиту животного. Деятельность человека и бесконтрольное истребление рептилий, в том числе для получения ценной крокодиловой кожи, привело к сокращению их численности. А еще сегодня Всемирный день мусорщика. К ним относятся люди, чьи профессии связаны с уборкой территорий и работой с отходами. Согласитесь, без этих специалистов наша жизнь на планете была бы ой какой недолгой. Мир глобального производства связан с образованием огромных гор мусора. И с ним, ради чистоты окружающего мира, нужно бороться. Наша команда поздравляет всех причастных к этому празднику и напоминает, что за чистоту природы каждый несет и свою личную ответственность. Ребенок должен расти в семье. Однако бывает так, что обзавестись мамой и папой малышам удается не с самого рождения. Решение взять ребенка из детского дома – это большой поступок и в то же время огромная ответственность для приемных родителей. И им, как никому другому, нужна поддержка. Центр психологической помощи семье и детям «Штурвал» создал проект «Ресурсная мама». Он направлен на психоэмоциональную помощь женщинам, взявшим на себя роль приемного родителя. С руководителем проекта Ольгой Смирновой я пообщалась накануне. Ольга, расскажите, пожалуйста, что же такое ресурсная мама? О чем будет этот проект? Да, я немножко расскажу предысторию. Изначально, получается, наша организация, Центр «Штурвал», который оказывает помощь приемным, многодетным родителям, мы изначально писали проекты, направленные на то, чтобы родителям помочь и как-то дать им знания, наверное, да, в том числе психологические, как справляться со своим ребенком. И сейчас со временем приходит понимание, что у мамы там, может быть, и есть знания, но нет ресурса, чтобы его применить. То есть, представляете, вот мама делает с ребенком уроки, например, да, наверное, знаете, все такая сложная ситуация, обычно сидишь уже, глаз дергается, и, в принципе, мамы-то понимают, что нужно делать и как, но просто нет силы, нет ресурсов, чтобы это все использовать. Поэтому мы, наверное, задумали такой новый проект, как «Ресурсная мама». То есть мы испробовали даже некоторые варианты, как можно маму на ресурсе и напитывать. Например, вот с прошлого года мы открыли новый чат, называется он «Кайфуем в сауне». И наши мамочки там раз в неделю приходят, они там плавают в бассейне, сидят в сауне, вместе пьют чай, как-то общаются. Я видела фотографии. Да, вот так вот мы на ресурсе все. Вот такой мы вариант попробовали. Мы попробовали запустить цикл йоги, где мамочки сидят, там тоже как-то вот в каких-то разных позах, там, не знаю, поза собаки, еще всякие разные. Ходили мы на бокс, вот. И на самом деле мы поняли, что это эффективно, это работает. И это мы тоже включили в наш проект. Это одна из составляющих проекта «Ресурсная мама». То есть маму как-то напитать энергетически, скажем так, эмоционально. А второе, наверное, направление – это у нас организация вот этих вот ресурсных групп для мам. То есть что это такое? Это когда создается обстановка безопасности, и собираются мамы, которые помогают другим мамам.
Например, приемные мамы помогают другим приемным мамам. Эти мамы приемные специально обученные, и они, получается, у них есть уже какой-то опыт. И получается, что более опытные мамы делятся с мамами, у которых меньше опыта. Те, у кого меньше ресурсов, делятся с тем, у кого больше ресурса. То есть у нас там создана такая теплая обстановка, мы сидим за чаем. Может быть, даже знаете, в чем самый плюс таких групп? То, что приемные мамы, например, они могут там говорить о том, о чем, наверное, никому не скажут. И чаще всего они говорят об этом потому, что их не поймут. Да, например, когда тяжело с ребенком, и ей говорят: ну что ты взяла тогда? А зачем вообще брала? И поэтому ей тяжело бывает. Поэтому именно такой формат на равных, он, наверное, имеет такой, как для меня кажется, большой результат, когда в такой безопасной обстановке я могу рассказать о своих проблемах, и меня поддержат и помогут. Одна из главных ваших целей – это профилактика психоэмоционального вот этого напряжения детей в приемных семьях. Каким образом это будет осуществляться? Возможно, работа с психологами или семинары, собрания? Да, вот как я уже говорила, на самом деле вы прям правильно сказали, самое главное – это профилактика психоэмоционального выгорания. И там у нас 3 составляющие. Первое – это мы маму наресурсиваем. Второе – это мы работаем в ресурсных группах. Третье – у нас есть работа индивидуальная с психологами. То есть есть заложено в этом проекте, то есть, да, если совсем трудная ситуация, даже если не совсем трудная ситуация, у наших родителей всегда есть возможность бесплатно обратиться к психологам. Кроме этого, у нас еще есть такие формат работы, как трансформационные игры. То есть это когда родители за игрой вроде как играют, и на самом деле они прорабатывают какие-то свои травмы, даже, как мы говорим, скелеты в шкафу своих. То есть, это в игровом формате. Это не больно, это не страшно. Вот еще такой формат. И, наверное, еще один, тоже как одно из направлений нашего проекта, это возможность воспользоваться услугой няни. То есть мама, может быть, и хочет пойти в бассейн, только ребенка некуда оставить. А благодаря этому проекту она сможет и ребенка оставить, и сама отдохнуть, и на группах ресурсных наресурситься, и обратиться к психологу. Ольга, как же присоединиться к вашему этому сообществу? Достаточно просто. На самом деле можно нас найти ВКонтакте, набить клуб «Штурвал» или центр «Штурвал», или просто найти меня, Смирнова Ольга, директор, я руководитель этого центра. Можно написать мне напрямую, я с вами свяжусь, пообщаюсь, все расскажу, обязательно приглашу в наши чаты, в наши группы. У нас все участие в ресурсных группах и психологическая помощь бесплатно. Все остальное у нас за счет софинансирования идет, то есть как по гранту получается. Спасибо большое, Ольга, за этот интересный разговор и удачи. Спасибо вам большое. Во время путешествия всегда хочется испытать что-то особенное. Например, поймать на видео или фото чудо природы. Группе туристов вблизи Гренландии недавно очень повезло. Они своими глазами увидели, как переворачивается айсберг. Это редкое явление легко поддается объяснению. Дело в том, что когда льдина в океане подтаивает, у нее смещается центр тяжести, и она совершает переворот. Верхушка айсберга внешне выглядит как спрессованный снег, а вот скрывающийся все это время от глаз людей подводная часть поражает своей красотой и удивительными оттенками. Вот мы на экваторе нашего телепутешествия. Ваш гид по хорошим новостям «Студия 11» очень скоро вернется на экраны. Не переключайтесь. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». И нам не терпится начать вторую часть нашего инфозабега. Внимательнее на экраны. Готов к труду и обороне, где в столице Коми выполнить нормы ГТО. Каждый день маленькая победа о работе одного из самых молодых неврологов Республики Коми. Кто кого? Как однажды совы не поделили игрушку. 26 июня в Сыктывкаре состоится Всероссийский олимпийский день. В честь этого события в Кировском парке запланированы различные спортивные состязания, в том числе и выполнение норм ГТО.
В нашей студии сегодня Александр Опарин, который подробнее расскажет о добровольных спортивных началах. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, для начала расскажите нам про республиканский фестиваль ГТО, который недавно у нас состоялся в Сыктывкаре. Да, в конце мая у нас прошел республиканский этап, на котором мы смогли наконец-то выявить самых сильных школьников Республики Коми. Участвовало у нас целых 16 муниципальных образований, что достаточно редко бывало за последнее время. Было удивительно наблюдать вообще рвение к победе, настрой участников. И по итогам этого фестиваля мы сможем достаточно хорошо и чутко подобрать команду, которая у нас поедет и представит Республику Коми на всероссийском этапе фестиваля ГТО. А какого возраста были дети, участники? Участвовали у нас от 11 до 15 лет включительно. И... Это возраст не просто так у нас подобран, а в связи с тем, что именно на всероссийском этапе должны участвовать именно участники этого возраста. А вообще по Республике Коми за первые полгода сколько человек уже сдали, уже выполнили нормы ГТО? Сейчас в данный момент информацию и статистику можем подвести только за первый квартал 2022 года. Особо не любим рассказывать ее. У нас наш регион, как все знают, один из северных, поэтому в комплексе есть одно из испытаний, такое как бег на длинной дистанции. И зимой, конечно же, сложно его выполнить, поэтому мы зимой немножко отстаем, а под конец года уже набираем обороты, и все муниципальные образования могут достаточно хорошо принять этот вид, как в соответствии с методическими рекомендациями. А что касается спортивных направлений, вот сейчас, что выполняют участники? Расскажите, что входит в перечень? К чему готовиться? Обычно у нас список не изменяется, он утвержден, и все знают о самых главных испытаниях обязательных. Это бег на короткой и длинной дистанции, гибкость и одно из силовых. В основном остальные испытания уже по вашей специфике, по вашим возможностям и силовым направлениям. То есть кто-то может выбрать стрельбу, кто-то плавание, кто-то кросс. А также можно сходить в поход и показать свои туристические навыки. Это самое интересное, наверное. Да, одно из интересных испытаний. Конечно же, компания веселая, интересно. А что касается возрастных ступеней, какие они? То есть с какого возраста можно начинать испытывать свои силы? Комплекс у нас начинается с 6 лет и, грубо говоря, не заканчивается. 11 ступеней комплекса, последняя начинается от 70 лет. То есть комплекс адаптирован под все возрастные категории. И вот чтобы выполнить нормы ГТО, прийти на само спортивное событие, необходимо заранее подавать документы или уже на площадку прийти с готовым пакетом? У нас в каждом муниципальном образовании функционирует центр тестирования. У него выходит ежемесячный график, то есть по графику можно уже приходить в удобное для вас время на удобное и нужное для вас испытание. И вот 26 июня, как мы уже озвучили, очередное выполнение состоится, а потом как будет складываться график? График уже готов, и начнут в этой акции примут участие все желающие и попробуют свои силы, и потом уже придут дальше довыполнять у нас такие испытания, как бег и либо плавание в бассейне, либо кто-то захочет пострелять, возможно, кто-то очень меткий. И вот что касается знаков отличия, их получают участники за успешное выполнение, да? И довольно много обладателей именно золотых знаков. Конечно, все стремятся и хотят именно золото. На серебро, бронзу не соглашаются, перевыполняют, приходят еще раз, перевыполняют. Только золото. У нас Республика Коми, только золото. Что бы вы хотели пожелать будущим участникам сдачи норм ГТО? Вообще комплекс — это как... Я считаю его основой физического воспитания в целом. И нельзя к нему подходить с каким-то вопросом, а зачем? Главный, наверное, вопрос для чего? Для своей дисциплины, своей физической подготовленности. Для своего здоровья. Все Это верно. очень важно. Спасибо большое, Александр. Удачи вам и спасибо, что пришли. Взаимно. Спасибо. 19 июня вся страна отметит День медицинского работника. Встретить праздник готовы и бойцы невидимого фронта, представители медицинской профилактики. Ни для кого не секрет, что любое заболевание проще предупредить, чем лечить. Но вот обычному человеку понять это очень сложно. Впрочем, врачи по медицинской профилактике руки не опускают. Проводят беседы, акции, реализуют крупные проекты. Евгения Розова продолжит. Потому что из всего вот этого, что мы с вами написали,
Сотни открытых уроков, тысячи консультаций. В белом халате и без него. Про здоровье они могут говорить и в медицинском кабинете, и в школьном классе, и на предприятии. А еще кабинеты профилактики открыты в каждой больнице. К примеру, здесь могут помочь скинуть лишние килограммы. Мы готовы помочь каждому, кто хотел бы изменить свои привычки. У нас везде есть кабинеты отделения профилактики, и мы готовы дать рекомендации, помочь. У нас есть диетологи. То есть, в принципе, эта проблема управляема, но как в любой вредной привычке, нужно захотеть это сделать. Самое главное – желание. Их пример – другим наука. Перефразируя строки из Евгения Онегина про здоровый образ жизни, они не только рассказывают, но и доказывают, что это интересно и увлекательно. На своем примере. У молодежи довольно популярно сейчас заниматься спортом, здоровым образом жизни. То есть, если посмотреть, сколько у нас ребят занимаются в секциях, сколько играют какими-то видами спорта, то есть их довольно-таки много. И то есть я думаю, молодежь у нас как раз-таки больше сейчас выбирает именно здоровый образ жизни и спорт. Еще одна мудрость от врачей медицинской профилактики – готовь сани летом. Это уже про витаминный статус. За 3 теплых месяца витаминов нужно успеть много съесть. И еще и на зиму заготовить. Мы можем использовать и недорогие продукты, и они тоже будут полезными. Например, ягоды наши северные, да, в них содержится много витаминов, клетчатки, они очень полезны, да, мы можем ими пользоваться, замораживать на зиму. Можно в день съедать, скажем, морковку, яблочко, да, и это уже поможет нам достаточно употреблять свежих овощей и фруктов. Впрочем, профилактика – дело добровольное. И сохранять свое здоровье каждый должен сам. А врачи по профилактике готовы помочь. Поздравления с профессиональным праздником обязательно получит и Валерий Рочев, исполняющий обязанности заведующего неврологическим отделением Коми республиканской клинической больницы. Уже в студенческие годы он смог зарекомендовать себя как специалист высокого класса, отчего работу в главной здравнице республики получил еще будучи интерном. Как работает и чем живет молодой врач, мне удалось увидеть лично. В своем личном кабинете Валерий Рочев работает нечасто. Заходит сюда разве что по необходимости – заполнить какие-то документы, забрать истории болезни или проверить рентгеновские снимки. Как, например, сейчас. Сразу после обхода больных врач с помощью негатоскопа проводит очередную диагностику. Лечение любой болезни, уверен невролог, должно начинаться с сопереживания пациенту. И всегда как-то у нас вот в отделении меня тут учили этому, и как-то кто проходил вот после нас интернатуру, мы тоже пытались это вот привить, что надо сопереживать, ставить даже порой пациента на место себя и прокручивать ту ситуацию, чтобы ты поступил, как поступил, чем бы ты мог помочь, и все это вместе. Порой даже какие-то вот есть у нас ряд пациентов, которые остаются практически на такой вот недружественными отношениями, а довольно близкими, что они могут нам позвонить, скажем, там в любое время, можно сказать, и проконсультироваться, потому что их заболевание порой не терпит отлагательств. Одна из тех, кто всегда на связи с доктором, Елена Новикова из Инты. В 2000-м женщине поставили диагноз – рассеянный склероз. Самое неприятное в этой болезни то, что вылечить ее нельзя. Симптомы можно лишь приостановить, а в дальнейшем контролировать их течение. К Валерию Рочеву на лечение Елена попала несколько лет назад. Ой, он очень хороший специалист, да. Молодой, красивый. Когда он сюда пришел, вообще он был вот только интерном, только начинался. Он, в общем-то, прямо на глазах я его сколько лет знаю, он все становится все лучше. Он очень такой ответственный, очень внимательный. Вообще, он очень хороший врач. Любовь к медицине зародилась еще в детстве, и все благодаря маме, которая трудилась медсестрой. Очень часто она брала маленького Валеру с собой на работу. Мальчику нравилось наблюдать, как проходят осмотры. Уже тогда он понимал, что вот она, реальная и очень важная помощь людям. И именно этим ему хотелось бы заниматься всю жизнь. Окончив школу, Валерий поступил на лечебный факультет в Коми-филиал Кировской медицинской академии.
Получив диплом, он становится интерном в отделении неврологии Коми республиканской клинической больницы. Молодой специалист сразу вызвал доверие пациентов. Спустя год в неврологии освободилась вакансия врача, а по совместительству заведующего отделением. Недолго думая, руководство сделало предложение Валерию. Один из самых сложных периодов для медиков стала, конечно, пандемия коронавируса. В 2020-м отделение неврологии было полностью переоборудовано в ковид-госпиталь. Больных доставляли с разной степенью течения заболевания. Койки были забиты до отказа, госпитализировали почти всех. Рабочий день тогда оказался бесконечным. Больные требовали внимания, а рук не хватало. Очень тяжело, и это потому что такой достаточно тяжелый период для всех, что, вспоминая даже пациентов, насколько они были тяжелы, к сожалению, даже порой не всем удавалось выжить, скажем так, поэтому тяжело. Главной отдушиной в жизни доктора Рочева является семья. К слову, супруга Валерия тоже медик. Недавно у пары родилась малышка. Вместе с ней молодые родители часто выбираются на дачу, в деревню. Покопаться в огороде, отремонтировать крышу или просто полюбоваться природой. Это как раз то, что доставляет маленькие радости семейству, когда жизнь переполнена работой и большой ответственностью. К профессии врача всегда относились с большим уважением. Раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке. Каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году утвердили на государственном уровне. С праздником медиков решили поздравить и жители столицы Коми. Вот какие приятные пожелания они озвучили. Здоровья, прежде всего, мира и добра. Хорошей зарплаты. Успехов, счастья, здоровья в личной жизни, карьерного роста, денежного, финансового благополучия. Профессионализм и эмпатии пациента. Главное, чтобы не лечили пациентов хорошо и качественно. Чтобы уважали на работе. Хочу поблагодарить работников медицины за их труд, за то, что они круглые сутки спасают жизни наших горожан. Очень надеюсь, что правительство постоянно будет способствовать, стимулировать их к работе и выдавать им премии различные. Я могла бы поздравить их с профессиональным праздником, пожелать доброго здоровья всем и больше внимания пациентам. В завершении выпуска мы решили показать вам забавное видео, на котором две совы не могут поделить, нет, не вкусняшку, игрушку. Да-да, птичкам тоже иногда хочется порезвиться с плюшевым другом. И порой уступать не хочет ни один, ни другой пернатый. Тяжелее всего в таких вот ссорах приходится заводчикам. Вот ты посмотри, что делают, а? Отдай. Я сейчас отниму у вас корову. Уйдет. Отпусти ее корову. Ну все, сейчас разнимать буду. Отдай корову. А ты не отбирай. Мне спать надо. Время 4 утра. Вы корову не поделили. Не трогай ты ее корову. Отдай мне ее. Муха. Да. Муха. Так и живем. 4 утра. Весь дом подняли. 4-й раз я пытаюсь вас разнять. Не трогай. Зачем она тебе? Я тебе дала акулу. Я тебе дала перчатку. Тихо. Тихо, тихо. Ты тебе без перчаток не пойдешь. Муха, иди сюда. Ну ты поглянь какой. На этом у нас все. Впускайте в свою жизнь только положительные эмоции и не забывайте заряжать ими окружающих вас людей. Это была студия 11. Пока-пока.